Доброе утро. Как вы уже сказали, в рамках этих всех проблем, в рамках этих всех вопросов ключевая роль принадлежит учителям, потому что учителя, они ведь не только приходят там, отработают и уходят, они играют важнейшую роль в рамках этой системы. И для того, чтобы решить некоторые из обозначенных вами проблем, мы можем, например, рассмотреть аспект педагогического образования, подготовки учителей. И начнем с этого слайда. Мы будем говорить о том, что мы хотим достигнуть в сфере образования, что мы хотим достигнуть от наших учеников. На этом слайде обобщено представление, которое используется в Германии. Мы хотим, чтобы наши студенты отстаивали идеалы свободы, демократии, прав человека, экономической безопасности и мира. То есть мы хотим, чтобы наши студенты отстаивали свободу, демократию, права человека, правосудие, экономическую безопасность и мир. Но это вот лишь одно предложение, а как мы это видение реализуем на практике? У нас в каждой школе у нас, скажем, есть 3 стороны. Я приведу пример. Всего у нас 702 ученика. Я вот вчера как раз получил последние данные. У нас 703 теперь человека. У нас 56 членов преподавательского состава и 1404 родителя. И они все часть нашей школьной системы, это стороны школьной нашей системы, участники нашей школьной системы. И как можно наладить взаимодействие, интегрировать между собой эти стороны. С чего мы начинаем? У нас 702 ученика, 703. Они у нас делятся на 28 классов. И в каждом классе у нас получается порядка 24-25 учеников, и где-то меньше, где-то больше, но ни одного класса больше 30 учеников у нас нет. И в каждом классе у них есть право голоса, они могут выбрать кого-либо из одноклассников на должность спикера или представителя класса. И вот эти, то есть 28 классов, 28 классов выдвигают по 2 спикера от каждого класса. Всего у нас образуется 56 представителей классов. И из этих 56 представителей классов направляется 10 делегатов на участие в школьную конференцию. И по одному, если эта конференция тематическая. И могут направить от 2 до 6 делегатов на участие в заседании совета школы. И также ученики могут проголосовать за учителя, который выполняет функции доверенного лица всего ученического состава. Какова роль родителей? У нас есть родительские вечера, родительские собрания, проводятся не реже 2 раз в год. И родители из каждого класса, они могут выдвинуть родителей, представляющих тот или иной класс. И они, все у нас наши родители, у них проводится общая родительская конференция 2 раза в год. И у нас есть общее родительское собрание, порядка 80-90 родителей, представляющих 28 классов. Из 80-90 человек, членов родительского собрания, направляются 10 родителей для участия в школьной конференции, по одному на тематическую конференцию и на конференцию по школьным отчетам. Один из родителей, он носит статус лидера или руководителя родительской конференции. Как организован преподавательский состав? У нас 56 преподавателей, они все должны быть быть представлены на конференции преподавательского состава. Кроме того,
Они должны быть членами тематической конференции, конференции класса, то есть учителя обязаны ходить на эти заседания. То есть учителям направляется формально это приглашение, но учителя обязаны отреагировать на это приглашение, обязаны присутствовать на конференцию, на заседание, которое их пригласили. Кроме того, есть конференция учителей. Я принимаю регулярное участие в работе этой конференции, и 10 членов учительской конференции направляются на участие в школьной конференции. Конференция школ, школьная конференция — это самое важное мероприятие в жизни школы, проходит 2 раза в год. У нас есть, то есть, 10 преподавателей учительского состава, 10 представителей учительского состава, 10 представителей ученического состава и 10 родителей. И на этой конференции могут быть приняты самые важные решения. Например, когда начинается учебный год, когда даты каникул, сколько у нас перемен, продолжительность перемен в течение учебного дня. То есть ряд основополагающих решений по организации учебного процесса принимается в ходе такой конференции. То есть если вы хотите что-то поменять в школе, каждая из этих сторон, она может номинировать или выдвинуть вопрос, предложить изменения. То есть номинация такого вопроса, номинация таких изменений, она должна осуществляться в неком формализованном порядке, то есть в преддверии школьной конференции необходимо всем участникам конференции разослать предполагаемые вопросы. Сама школьная конференция занимает порядка 2-4 часов, и решение мы все принимаем согласием всем сторон. То есть если учителя хотят, если, например, учителя настаивают на какой-либо перемене, на введении какой-либо меры, но какая-либо из сторон в полном составе не поддерживает эту перемену, то предложенная перемена она отвергается. То есть учители выдвинут какую-нибудь меру, какое-нибудь изменение, например, все 10 представители родительских кругов откажутся, то тогда такая перемена, такое изменение считается отклоненным. Также у нас, когда мы проводим конференции, по отчетам от 2 до 4 родителей принимают участие в конференциях. Эти родители, они принимают участие в обзоре академической успеваемости. Естественно, у них нет никакой возможности повлиять на оценки их детей, но они принимают участие именно в конференции по обзору общей академической успеваемости. И вот я как раз, когда вернусь домой на следующей неделе, у нас будет конференция по общей академической успеваемости. В школе я всегда должен присутствовать на этой конференции, и это обычное мероприятие, которое в это время года проходит. Кроме того, у нас есть конференции класса, они 2 раза в год также проходят. На конференции класса у нас представлены все учителя, преподающие в этом классе, 2 представителя класса и по 2 и 3 представителя родителя. И в рамках конференции класса уже принимаются решения по тем видам деятельности, по тем мероприятиям, которые будет проводить класс в течение учебного года, то есть там планы по организации каких-нибудь выездных экскурсий, поездок. И родители, у них есть как раз возможность повлиять на решение. Также у нас есть предметные конференции, например, конференция по химии. У нас каждый год проходят 2 конференции по химии. И опять-таки у нас 1 представитель всего студенческого состава, все учителя подготовленные, имеющие подготовку именно по химии, и 1 представитель родителей. И в рамках этой предметной или тематической конференции принимаются решения о том, например, какие учебники приобретать для учебного процесса, как строить или как
принимать решения в части особенностей организации учебного процесса по данному конкретному предмету. У нас есть во главе директор школы, заместитель директора школы, завуч по 5-6 классам, завуч по 7-9 классам и завуч по 10-12 классам. Всего у нас администрация школы, административный состав состоит из 5 человек, по сути. Потом у нас еще есть 51 учитель, всего у нас 56 человек в штате. И один из учителей отвечает за вопросы равенства, то есть это гендерные вопросы и прочие вопросы, связанные с защитой равенства. И у нас есть 16 руководителей, можно назвать их кафедры или тематические отделы, то есть это по направлениям, по дисциплинам. Руководитель 7-9 классов, она у нас, например, один из руководителей тематического департамента или кафедры. А теперь перейдем к вопросам конфликтов. Что будет, когда на случае конфликтов, если у нас возникает конфликт между студентами, между учениками, простите. Там один ученик стукнул кого-то там во время перемены или что-то в таком роде. Что произойдет? Что может произойти? У ученика, которого стукнули или у которого возникли проблемы, он может обратиться к учителю и решить эту проблему, либо же ученик, у которого возникла такая конфликтная ситуация, может попросить доверенного лица. Помните, назначался один доверенный учитель для всего ученического состава. Также есть отдельный куратор по вопросам конфликтов. И иногда мы их называем гид по конфликтам или conflict guide. Конфликт гайдом или руководитель или гидом по конфликтам может быть как член ученического состава, так и член преподавательского состава, при условии, что данный ученик или преподаватель прошли соответствующее обучение по разрешению конфликтов. И в случае необходимости будет подключаться работник социальных служб, может подключаться руководитель соответствующей кафедры. Также у нас есть школьный психолог. И учтите, пожалуйста, что школьный психолог в данном случае это не наш штатный школьный психолог, это психолог, который курирует помимо наших еще 199 других школ. То есть это не наш конкретный штатный психолог. И в случае особо сложных случаев я, директор школы, могу обратиться к инспектору данного школьного округа. И если у всех учителей возник конфликт с ученическим составом, иногда это бывает. То есть у всех, с одной стороны, у нас учителя, а с другой стороны весь ученический состав, и между двумя сторонами возникает конфликт или возникает конфликт с каким-либо конкретным классом. Мы можем организовать конференцию класса, созвать конференцию класса, то есть все учителя, которые преподают данному классу, они принимают участие в данном классе. Или если, например, у нас то есть если возникает, или например, если возникает проблема между каким-либо классом и преподавателем химии, то в такой конференции класса будет принимать участие преподаватель химии, руководитель соответствующего департамента, соответствующей кафедры химии и классный руководитель и студент, в таком случае, ученик, простите, в таком случае, когда он узнает о предстоящей конференции класса, он может попросить доверенного учителя, выступить не защиту ученика, но просто присутствовать на этой конференции. И также такой ученик, которого вызвали на конференцию класса, он может попросить кого-либо из своих коллег, из других учеников присутствовать. Так, простите, пожалуйста, тут не микрофон говорят, поэтому не все слышно. Доверенный учитель, он выбирается членами школьного парламента. А доверенный ученик означает это то, что student of trust, то есть это ученик, это друг того ученика, которого вызвали на конференцию. И доверенный ученик.
тогда автоматически, если он пользуется доверием ученика, у которого возникли проблемы, он включается в данную конференцию, и родители, родители ученика, они в обязательном порядке, конечно, должны присутствовать на такой конференции. Да, иногда я приглашаю работника соцслужб, и у нас созывается конференция класса по конфликтному поведению, и я, как правило, собираю все стороны вот в одной аудитории, я прошу ученика изложить проблему, я прошу другие стороны изложить свое представление о конфликте, и мы тогда и начинаем обсуждение. Необходимо принять решение по результатам конференции. Мы в взаимодействии с работником соцслужб, после того, как мы выслушали все стороны по проблеме, всем сторонам необходимо покинуть аудиторию, доверенный учитель остается, и мы уже принимаем тогда решение. Но для нас самый ключевой момент — это доверенный учитель. То есть доверенный учитель, ему ученик может рассказать там предысторию конфликта, да, или что возникло. Или он может рассказать о том, что, может быть, что-то ему известно о там каком-нибудь поведении, неподобающем поведении со стороны учителя. Ну, иногда ученики или родители, возникает конфликт между учениками или родителями и учителем. В таком случае ученики и родители могут обратиться к доверенному учителю, сообщить о наличии такого конфликта с учителем. Скажем, например, ученику занижают оценки по химии, или какой-то иной конфликт возник с учителем по химии, тогда либо сам ученик, либо его родители могут обратиться к доверенному учителю, и этот доверенный учитель может, у него есть полное право, когда он получил такой звонок, обратиться непосредственно к учителю химии, узнать, почему возник такой конфликт, в чем причина низких оценок. Иногда все три стороны, то есть доверенный учитель, родители, сам ученик и учитель, они могут вот втроем разрешить эту проблему. Иногда необходимо подключить классного руководителя. Иногда бывает ситуация, конечно, когда учитель, с которым возник, он является и одновременно классным руководителем, тогда в этом случае спор, конфликт, его статус поднимается до следующего уровня, тогда уже вовлекается руководитель кафедры. Но самый главный элемент в нашей системе разрешения конфликта — это учитель, это доверенный учитель. И учитель в целом, просто если у вас учителя не мотивированы, если вы не платите достаточно хорошо вашим учителям, то вне зависимости от того, какая у вас распрекрасная система, она работать не будет, потому что она будет реализовываться силами немотивированных учителей. И в чем заключается моя роль? У меня каждую неделю проходит собрание с представителем ученического состава. Каждую неделю они приходят ко мне в кабинет, мы обсуждаем, что происходит в школе, чего вы хотите, есть какие-то проблемы, что надо решить, или, я не знаю, там вы хотите танцы устроить там, или вечеринку. То есть каждую неделю я также встречаюсь с представителями преподавательского состава, учительского состава, то есть все ли нормально, как в плане условий работы, есть какие-то... Также мы проводим встречи административного состава, они проходят также еженедельно. И я встречаюсь с руководителем родительской конференции родителей по мере необходимости. Как правило, такая мера необходимости возникает крайне редко. Мы встречаемся с ней, руководителем родительской конференции. Мы встречаемся для того, чтобы обсудить, какие проблемы беспокоят родителей.
Потому что вот если, например, у какого-то либо конкретного родителя, например, возникает конфликт там с кем-либо из учителей, с кем-либо из учительского состава, родитель может обратиться к руководству школы через руководителя родительского собрания, через руководителя родительской конференции. То есть у каждого родителя есть выход напрямую, опосредованно, точнее, на меня через... И то есть если до меня доходят сведения о возникновении конфликтов, я обязан незамедлительно реагировать. То есть, если до меня дойдут сведения о повышенной концентрации углекислого газа, я обязан буду отреагировать на эту ситуацию, я обязан буду проинструктировать учителей о том, что вот открывайте окна там, или делайте что-то еще для того, чтобы концентрация углекислого газа у вас снизилась.